Наше сегодняшнее мероприятие – это начало национальных обсуждений с целью формирования позиции по темам Стокгольмской конференции. Кыргызстан инициировал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Природа не знает границ». Трансграничное сотрудничество – ключевой фактор в сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия. Экономика должна сохранять среду обитания для будущего развития. Нам нужен национальный адаптационный план и стратегия низкоуглеродного развития. Что мы имеем на настоящий момент? Все, что связано с воздействием пандемии COVID. Довольно заметный произошел рост цен в 2020 году. За десятилетний период на 95 сантиметров уже упал спуск, вы знаете, да? Через 30 лет нам придется тратить огромные деньги для того, чтобы получить качественную воду. Можно же выращивать очень, скажем, простые растения, да, конкретно для животных. И вот, например, можно такие разные способы, да, применять. Где что? Единственное, нужно будет понимать, что будет расти хорошо в Баткене, что будет расти хорошо в Чорнолае и так далее и тому подобное. Да? Кыргызстан член более 10 международных конвенций и договоров охраны окружающей среды. Мы должны это исполнять. Это в наших интересах. Экология – это сейчас проблема номер один. Обеспечение энергетической безопасности сегодня является важнейшим вызовом, и в ближайшей перспективе решение данной проблемы может привести к снижению напряженности, но это потребует целого ряда задач, таких как развитие ВИА, включая малые гидроэлектростанции, широкое внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий, а также поддержка инициатив местных сообществ во внедрении инновационных технологий по энергосбережению. Если мы будем воспринимать человека как венец всей биосистемы, которая начинается с микроорганизмов, тогда мы можем как-то рассуждать о том, как влиять на климат, и чтобы мы пришли к каким-то большим успехам. I hope that especially our young girls and boys will hear me now. This country and this planet is yours. Your future and the survival of your children's children. Экологиябыз таза. Бирок мына шаар ичинде автомашиналардын көптүгүнөн экологиябыз бир аз кандай начар. Очень странно то, что люди сжигают то, что там пластик, разное все, и не понимают, что будет происходить дальше. То есть они не думают о будущем. Это уже грозит экологии, это уже плохо для нас, для жителей. Во время COVID мы видели, что были различные инициативы, где молодежь помогала врачам, не только молодежь, все население справлялось с пандемией, поэтому мне кажется, что таких эффективных результатов со стороны гражданского общества очень много, что требует поддержки от государственных органов. Мы должны помогать естественным экосистемам справляться вот с теми вызовами, которые мы сами, собственно, и создали. И помогать мы можем через то, чтобы сокращать выбросы углекислого газа. Да. У нас вот среди людей очень много сейчас заболеваний органов дыхания. Легкие страдают от загазованности. В Кыргызстане леса, по последним данным, поглощают около 40% СО2. Мы решили активно высаживать лесные экосистемы в горах, чтобы они, в свою очередь, поглотили СО2, углеводороды, сохранили наши ледники от интенсивного таяния. Недавно у нас в Аше, в Джалабаде у нас селевые потоки идет. Это и говорит, что потепление глобально идет. Мы уже первое поколение, которое почувствует изменение климата на себе,
и последнее поколение, которое может что-то с этим сделать.